успокоиться нам рано. Действительно, большое спасибо, что нас всех пригласили. Все специалисты свое мнение скажут. Действительно, цифры очень тревожные. Выросло заболевание. Вопрос остается тревожным состоянием по заболеваемости. Заболеваемости зависит только 10%. Остальные 90% зависят от самого человека, от населения, от обстановки. Давайте все объединимся, вот возьмемся за эти 90%. Мы за 10% безработных сами отвечаем. Родители усыновленных, усыновителей, родные братья и родные сестры, внуки, дедушки, бабушки, другие. А при их отсутствии какого-либо законного представителя патологоанатомическое вскрытие не проводится. Это письменно надо, да? Это оставляется заявление в письменном виде и оставляется в части стационара. А если пациент скончался в условиях поликлиники или в поликлинических условиях, также на имя главврача, но у заведующего поликлиники Азнакаевской ЦРБ. То есть на основании этого письменного заявления, то, что претензий не имею, и по религиозным мотивам, согласен, чтобы отдать тело без вскрытия. В наше время много таких тонких моментов. Это первое. Подозрение на насильственную смерть. То есть после констатации смерти медицинскому работнику, если есть какое-либо подозрение, наличие странгуляционной линии, например, при повешении, какие-нибудь синяки, кровоподтеки на теле умершего, обязательно подлежит в данном случае уже судебно-медицинскому исследованию тела. Здравствуйте, уважаемые жители города Азнакаева и Азнакаевского района. Весь 2020 год у нас прошел в борьбе с коронавирусной инфекцией. Разрабатывались эффективные методы лечения и диагностики этого грозного заболевания. Во всех регионах страны, также и в нашем Татарстане, в нашем районе, начали открываться специализированные госпитали для лечения больных коронавирусной инфекцией. Но, несмотря на все эффективные мероприятия, которые проводились у нас в нашей стране в борьбе с данной инфекцией, рост COVID-19 не прекращался. Временные спады заболеваемости сменяются резким подъемом заболеваемости. И в настоящее время самым эффективным способом защиты является вакцинация против этой инфекции. Начиная с декабря 2020 года по Татарстану началась прививочная кампания. И цель вакцинации – защитить тех, кто наиболее подвержен риску заражения. И это в первую очередь, конечно же, те, кто работает с населением и в организованных коллективах. Кроме того, вакцинация необходима людям, для которых заражение коронавирусной инфекцией наиболее опасно. Это лица с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, ожирением и так далее. Прививка проводится в 2 этапа с интервалом 21 день. Устойчивый иммунитет формируется через 3-4 недели после вакцинации. По прогнозам, иммунитет будет составлять не менее 1 года, но по отдельным прогнозам даже более 2 лет. В Татарстане используется вакцина Гамковид-Вак, по-другому она называется Спутник Ви или Спутник-5, и Эпивак Корона. В частности, в нашем районе пока поступала только вакцина Гамковид-Вак, или по-другому, еще раз напоминаю вам, называется она Спутник Ви. Компонентов. Первый компонент вакцины, он идет в коробке с синей полосочкой, и второй компонент с красной полосочкой. То есть сначала проводится вакцинация первым компонентом, и уже на 21 день проводится вакцинация вторым компонентом. Конечно же, прививки против коронавирусной инфекции не являются принудительными, но каждый человек должен быть ответственным за свое здоровье и здоровье тех, кто рядом с ними.